Вы смотрите итоговый выпуск новостей в прямом эфире. На самых заметных событиях среды 13 октября вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте и коротко о главных темах. Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в России. Ряд кадровых решений принял глава республики Айсен Николаев. Расскажем о новых назначениях. Сотрудник Мирнинско-Нюрбинского горнообогатительного комбината предотвратил чрезвычайное происшествие в Мирном. В центре столицы начали ремонт здания Национального художественного музея республики. Какие работы запланированы и в какие сроки они будут завершены? Нерюнгринскому музею истории освоения Южной Якутии 45 лет. Как изменилась история музея за это время и какой он сегодня? Пуск ракеты-носителя «Союз-2-1Б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb запланирован на 14 октября в 14:45 по местному времени. Территориями падения отделяющихся частей космических объектов станут Алданский и Кобяйский районы республики, куда направлены спасатели. Отмечается, что приняты все меры по обеспечению безопасности населения. Также сформированы резервные группы спасателей. Космические аппараты OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в интернет в любой точке Земли. В Нур-Султане задержали россиянина с 2 тоннами контрабандных бивней, которые он пытался перевезти в Китай. Следствием установлено, что отправителем товара является директор общества с ограниченной ответственностью из Москвы с целью ввоза палеонтологического материала на территорию Республики Казахстан и дальнейшей отправки в Китай. В городе Нур-Султан было зарегистрировано товарищество с ограниченной ответственностью, директором которого назначили задержанного гражданина России. Оценочная стоимость изученных частей ископаемых останков составляет около 29 миллионов рублей. С 1 января следующего года все больничные листы станут электронными. Бумажные листы нетрудоспособности будут полностью отменены в соответствии с изменениями в федеральном законе. Кроме того, в электронный вид перейдут пособия по беременности и родам. С нового года работодателям необходимо обеспечить прием и оплату электронных листов нетрудоспособности, а также начать информировать своих сотрудников по вопросам получения электронных больничных. При этом от самих работников теперь не требуется распечатка листков, не нужно брать талоны из медицинских организаций и другие виды бумажных носителей для предоставления в отдел кадров либо бухгалтерию. Работники, имеющие подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, могут узнать всю необходимую информацию об электронном листке нетрудоспособности и о его оплате в личном кабинете получателя услуг ФСС lk.fss.ru или в мобильном приложении «Социальный навигатор», который устанавливается бесплатно на любой смартфон. Логин и пароль для входа такие же, как и в личном кабинете единого портала госуслуг. Регионы, которые успешно борются с распространением COVID-19, смогут получить специальные гранты на развитие системы здравоохранения. Правила их предоставления подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Как пояснили в пресс-службе правительства России, лидеры будут определяться на основании конкурсного отбора. Количество победителей конкурса и размер грантов для каждого региона будет устанавливать оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Он также утвердит и форму конкурсной заявки. Претенденты на звание территории, свободной от COVID-19, должны соответствовать ряду критериев, которые разрабатывает Роспотребнадзор. В их числе показатель заболеваемости COVID-19, охват жителей региона ПЦР-тестированием, количество привитых первым компонентом вакцины. Тем временем президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы 8-го созыва заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации против коронавирусной инфекции в России. О ковидной обстановке в нашей стране смотрите в следующем сюжете. Во вторник Россия сообщила о 973 новых смертях от коронавируса. Это рекорд за все время пандемии. За день диагноз COVID-19 получили 28 190 человек. В понедельник власти Москвы объявили о создании десятков пунктов экспресс-тестирования в торговых центрах и других общественных местах, популярных среди граждан. На этом фоне президент страны Владимир Путин заявил, что России необходимо ускорить кампанию по вакцинации против COVID-19. Об этом он говорил, выступая во вторник перед Думой нового созыва.
Хотел бы сказать и о ситуации с коронавирусной инфекцией. Куда от нее деться сегодня? Борьба с ней продолжается. Вы знаете, что во многих регионах сейчас идет рост заражений. В сложных условиях работают медицинские работники. Спасти людей от инфицирования, от тяжелого течения болезни способна вакцинация. Мы с вами это хорошо знаем. Необходимо наращивать ее темп. Я прошу вас принять самое активное участие в этой работе. Также во вторник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что около трети населения России было привито. В Московской области власти распорядились, чтобы не менее 80% работников торговых центров, салонов красоты, фитнес-клубов и других общественных мест были вакцинированы. Тем временем решение о регистрации вакцины от коронавируса для детей примут в течение 2 недель. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, препарат находится на финальной стадии экспертизы. Также Мурашко отметил, что среди заболевших коронавирусом 12-13% составляют дети. Он добавил, что больше всего риску COVID-19 подвержены школьники в возрасте от 6 до 17 лет. Если вакцину зарегистрируют, то препарат будут применять для защиты подростков от COVID-19 исключительно на добровольной основе и только с согласия родителей или иных законных представителей. Столичные маршрутные автобусы не соблюдают режим санитарной обработки своих транспортных средств после каждой поездки. Это выявили специалисты административной комиссии города Якутска. Сегодня админкомиссия провела рейдовые мероприятия в отношении водителей маршрутных транспортных средств. На рейде побывал и мой коллега Дмитрий Тымыров. Дезинфицировать общественный транспорт обязали еще в прошлом году, но со временем, как говорят специалисты административной комиссии, водители перестали выполнять эти требования. Сегодня сводной группой оперативного штаба по городу Якутска было проверено 3 автобуса. Из них выявлено одно нарушение по части того, что не было дезинфицирующих средств. Каждый водитель у себя в общественном транспорте должен иметь не только средства индивидуальной защиты, но и дезинфицирующие, с помощью которых после каждой поездки обрабатывать салон автобуса, чтобы не допустить распространения вируса. Между тем, сами водители просят руководство мэрии перерассмотреть данный вопрос. Как заявляют транспортники, между рейсами не бывает времени провести дезинфекцию, да и времени на отдых практически не остается, что тоже также плохо отражается на работу. Я мог вот сейчас бы спокойно там чай попить, а сейчас вот я говорю, во-первых, если даже тем кругом приехали, пока здесь я приготовил, брызгалку набрал, пока ребенок прошелся, все протер, нам уже ехать надо. Нам как бы вообще времени не остается. Надо, конечно, бригаду, чтобы которая обрабатывала эти автобусы. Не хватает времени водителям, потому что они не успевают порой доезжать до конечки. Рейдовые мероприятия будут идти каждый день. Специалисты админкомиссии будут проверять маршрутные автобусы и на городских остановках. Также просят горожан носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Эти и другие меры защиты еще не отменены. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. И к другим темам. Минэкономразвития России намерено обязать многофункциональные центры с 1 января следующего года предоставлять гражданам возможность проводить денежные операции через национальную систему платежных карт, являющуюся оператором платежной системы МИР. Проект постановления разработан по итогам проведенного Министерством мониторинга возможности совершения оплаты госпошлины и иных платежей за предоставление госуслуг в офисах МФЦ в регионах Российской Федерации. В результате проведенного анализа Минэкономразвития выявила случаи некачественного обслуживания заявителей при совершении ими оплаты госпошлины или платы с использованием наличных денежных средств. Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев освобожден от занимаемой должности по собственной инициативе. Исполняющим обязанности министра образования и науки республики назначена Ирина Любимова. Михаил Сивцев был руководителем регионального Минобрнауки с 30 апреля 2020 года. Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о назначении руководителя Департамента внутренней политики. Иван Попов назначен руководителем Департамента по вопросам местного самоуправления, администрации главы Якутии и правительства республики. С сентября 2013 года по настоящее время Попов является председателем районного совета депутатов муниципального образования Намский район.
Кадровые изменения на этом не останавливаются. Александр Трофимов назначен руководителем Департамента внутренней политики администрации главы республики и правительства. С мая 2020 года по настоящее время Трофимов занимает должность заместителя главы Нерюнгринского района. В Москве в торжественной обстановке открылось первое после выборов пленарное заседание Госдумы 8-го созыва. Депутаты избрали спикера и распределили комитеты. В этот раз в Нижней палате парламента 5 якутян. Они представляют различные фракции. Какие задачи они ставят перед собой, узнавал Максим Кардозу. Настоящий прорыв. 5 якутян в Государственной Думе. И это рекорд. Причем в Нижней палате парламента они представляют сразу 4 фракции. Среди них и Сардана Авксентьева от партии «Новые люди». Она будет работать в Комитете по региональной политике и местному самоуправлению. Но я думаю, что вы согласитесь, что это вполне отвечает тому опыту, который я наработала, работая в городе Якутске, поэтому полагаю, что буду полезна. То есть это больше внимания регионам для того, чтобы они могли развиваться. Это, безусловно, поддержка малого и среднего бизнеса. И сегодня один из вопросов, которые мы задали, как раз о мерах поддержки малого и среднего бизнеса. Мы считаем, что это важно. И гражданские права, свобода, демократия, то все то, о чем мы говорили с нашими избирателями во время предвыборной кампании. Еще один новичок – это Петр Амосов от Коммунистической партии. Он будет работать в Комитете по транспорту и строительству. Будем интересы Якутии защищать. Это самое главное. Я не зря вошел в Комитет транспорта. Поэтому там связано со строительством мостов, автомобильных дорог, аэродромов. Да? Это вся полностью дорожная инфраструктура. Мы знаем, какая ситуация, поэтому будем помогать. В Комитете по бюджету и налогам продолжит работу и Галина Данчикова от «Единой России». В ближайшие 5 лет она намерена направить все силы на законотворческую деятельность в области улучшения условий жизни в арктических районах. Не буду оставлять без внимания те вопросы, которые обозначались жителями нашей республики, когда шла предвыборная кампания. А их было достаточно много, они связаны с разными сферами жизни. Это переселение граждан с аварийного жилья, это вопросы жилищно-коммунальной сферы, это вопросы энергетики. То есть те вопросы, которые ставили жители республики, мы сейчас все их саккумулируем и, конечно, по каждому вопросу будем вырабатывать определенные решения. Первое пленарное заседание Госдумы было посвящено организационным моментам Нижней палаты парламента. Был выбран председатель, им остался Вячеслав Володин, а также вице-спикеры. Распределены места в комитетах. На днях депутаты приступят к обсуждению бюджета на 2022-2024 годы. Также предстоит рассмотреть в первом чтении законопроект о региональной власти, о добровольном техосмотре, о штрафах за жестокое обращение с животными и другие важные инициативы. Максим Кардозу, Джур Березкин, Москва. Сотрудник Мирнинско-Нерубинского горнообогатительного комбината предотвратил чрезвычайное происшествие в Мирном. Сергей Кирпичев передвигался на автомобиле «БелАЗ» по технологической дороге вблизи рудника «Мир». Там он заметил машину «Урал», в кабине которой был мертвый водитель. Благодаря действиям Кирпичева транспортное средство было остановлено, иначе «Урал» мог бы повредить электросети или врезаться в заправку. Увидел, что неадекватно он едет, и при обгоне увидел, что за рулем никого нету, двигался самопроизвольно. Якобы реакция мгновенная, я повернул, остановил БелАЗ, выскочил, выпрыгнул с него, слез и побежал останавливать. И остановил я его буквально вот здесь. Заскочил в кабину, остановил. Все, водитель лежал на сиденье и был мертвый уже. Коллектив молодых ученых Северо-Восточного федерального университета впервые исследовал влияние ферментации на состав биологически активных веществ местных растений. Они выяснили, что растения Арктики в результате ферментации накапливают новые физиологически ценные вещества, обладающие высокой антиоксидантной активностью. Это исследование впервые показало способность тканей растений, особенно иван-чая мускалистного, к накоплению специфического антиоксидантного пигмента, относящегося к группе меланинов. В результате исследований выявлено, что меланины, как эволюционно древний класс органических пигментов, защищают своего носителя от вредного воздействия солнечного света, радиации и отрицательного действия свободных радикалов и тяжелых металлов.
Систему наружного освещения модернизируют в столице республики к столетию Якутской АССР и 390-летию столицы. Вопросы развития комфортной и безопасной городской среды рассмотрели на совещании у председателя правительства республики Андрея Тарасенко. Так, власти намерены заменить устаревшие светильники на светодиодные, внедрить автоматическую систему управления, заменить неизолированные провода и построить новые линии. Также предусмотрен переход к умному освещению. Отмечается, что новые светодиодные технологии позволят существенно сократить расходы на освещение улиц. Кроме того, повысится уровень безопасности. Освещение на перекрестках снизит автоаварии в темное время суток. Другим важным аспектом является концепция архитектурного освещения. Интерактивная доска, живой пол, избушка на курьих ножках и много других сюрпризов ждет маленьких читателей детской библиотеки в Ленске. Здесь сформировано пространство «Альфа». Это читальные зоны с внедрением всевозможных технических ноу-хау. Самостоятельно делать мультики, воспользоваться большим планшетом в учебных целях или уединиться с книгой в звукопоглощающем кресле теперь смогут маленькие ленчане. Оснастить таким современным оборудованием культурное учреждение удалось благодаря участию в конкурсе грантов. Всего выделено 1,5 миллиона рублей. Это 800 тысяч из республиканского бюджета, 160 тысяч из районного, остальное – собственные средства. Детская библиотека в полном объеме освоила все финансовые средства, которые были выделены по этому гранту. Мы приобрели все, что хотели. Мы будем открытие проводить 28 октября. Но, к сожалению, план мероприятий на этот день у нас расписан в 2 вариантах. Это онлайн и офлайн, потому что ситуация в городе сейчас не очень стабильная. И получится ли у нас собрать здесь в этот день детей, мы, к сожалению, не знаем. Поэтому, если до этого времени нам разрешат, и мы соберем деток, то мы это все откроем с красной ленточкой, со всеми презентациями. Дети смогут пощупать, потрогать, поиграть. Если же вдруг нет, тогда дети все это увидят через онлайн, но через какое-то время по одному, не группами, не массово, они смогут прийти. В центре столицы республики начат ремонт здания Национального художественного музея. Реконструкция объекта проводится в рамках подготовки к празднованию столетия образования Якутской автономной республики. О проделываемых ремонтных работах и проектах, посвященных юбилейной дате, расскажет Марфирина Алексеева. Мало кому известно, что фундаментом, основой создания Национального художественного музея стали 27 картин из фонда Государственной Третьяковской галереи. В далеком 1928 году эти картины были переданы в дар республике. Произведения великих художников представляют подбор образцов русской живописи второй половины XIX и начала XX века. К празднованию столетия образования Якутской автономной республики Национальный музей готовит очень символичный, масштабный проект. В мае следующего года музей примет и представит гостям и жителям столицы более 50 картин из фонда Третьяковской галереи. Для того, чтобы принимать федеральные музеи и ценные экспонаты, залы должны быть оснащены климат-контролем и особым освещением. Именно эта задача стала причиной начатых ремонтных работ. Для того, чтобы те картины, которые здесь привезут, хранились в условиях влажности, безопасности, всех сохранностей, которые соответствуют мировым классификаторам хранения музейного дела. А для нас это же у нас все останется. И вот у нас художественный музей будет, который готов принимать на таких высоких уровнях, как Третьяковская галерея, такие картинные выставки. И надеемся, что посетители, конечно, придут сюда. Приедут школьники из улусов. Обязательно надо посетить, потому что более 50 произведений, причем произведения еще из постоянной экспозиции Третьяковской галереи приедут. То есть это классика, которую надо знать. Помимо преображения внутреннего, полностью обновится облик, фасад здания. Появится новое большое крыльцо, барельефы и новое освещение. Цвет, тона, все согласно по дизайн-проекту. Вот как видите, ярко-белый и желтым цветом. А во втором этапе полностью реконструкция крыла, центрального крыльца с пандусом для маломобильных людей. На этом ремонт не закончится. В следующем году планируется продолжить капитальный ремонт кровли. А то, что подтекало, кстати, мы его закрыли. В этом году мы сейчас еще 17 миллионов рублей выделим. Мы сейчас выделили 10 миллионов рублей, 17 выделим и еще 18,5 на следующий год. К концу года закончится реконструкция галереи зарубежного искусства, расположенного по улице Петровского. К столетию образования Якутской автономной республики в обновленной галерее откроется всемирно известная выставка «Малые голландцы». Это композиция из 26 картин шедевров голландских художников. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Джулус Накентьев, Якутск.
Тем временем Нерюнгринскому музею истории освоения Южной Якутии имени Ивана Ивановича Пьянкова 45 лет. Создан музей 13 октября 1976 года по инициативе городского комитета КПСС как музей на общественных началах. Его задачей стало освещение истории экономического развития Южно-Якутского территориально-производственного комплекса и строительства города Нерюнгри. Как изменилась история музея за 45 лет и какой он сегодня, узнавали наши коллеги. Начиналось когда-то очень давно, в 1976 году, когда в небольшом уголочке библиотеки Нерюнгринского горкома партии Иван Иванович Пьянков выделил нам место для того, чтобы собирать материалы. И здесь вот как раз на этой первой фотографии представлен первый директор нашего музея Людмила Ивановна Пешко, которая сидит как раз в той комнате библиотеки. Музей некоторое время размещался в маленьком домике, который горожане назвали теремком. И места там было очень мало, комплектование шло очень быстро, поэтому этот теремок очень быстро стал заполняться самыми разными предметами музейного дела. В 1981 году Большой Якутский государственный музей имени Ярославского взял под свое крыло Нерюнгринский музей. И только спустя 10 лет он перестал быть его филиалом, в 1991 году став самостоятельным юридическим лицом. На первом этапе становления музей вел стихийное комплектование материалов, отражающих ход строительства Южно-Якутского территориально-производственного комплекса и города Нерюнгри. Все вместе мы создаем историю. Музей, его задача сохранить эту и закрепить эту историю. Сегодня фонд музея составляет свыше 66 тысяч предметов основного фонда и 10,5 тысяч единиц хранения научно-вспомогательного фонда. Предметы объединены в 21 коллекцию, которые раскрывают историю освоения Юга Якутии с древнейших времен до строительства угольного комплекса и города Нерюнгри. Основная деятельность музея – фондовая, научно-исследовательская, просветительная, научно-методическая и выставочные работы. Музей внедряет в свою деятельность современные информационные технологии, используя интерактивные зоны, электронные базы. Активно вводит новые формы работы с посетителями, проводя музейные квесты, уроки-практикумы, реализуя различные проекты, запуская экскурсионный автобус. Музей продолжает свое главное дело, хранит историю и дарит возможность прикоснуться к ней населению и гостям района. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. И о спорте. 7-е летние игры «Дети Азии» в 2022 году пройдут во Владивостоке. Таким образом, впервые за всю историю проведения летних игр «Дети Азии» Международный спортивный форум пройдет за пределами республики. Согласно концепции Международных спортивных игр «Дети Азии», в программу игр входят 17 обязательных видов спорта. Приморский край на правах организатора предложил включить в программу 2 дополнительных вида спорта – бадминтон и танцевальный спорт, дисциплина брейкинг, а также дополнить программу спортивных соревнований по виду спорта плавание дисциплиной плавание на открытой воде, а по виду спорта спортивная борьба дисциплиной греко-римская борьба. Таким образом, на играх во Владивостоке будут разыграны медали по 19 видам спорта. Первая в истории страны цифровая перепись населения начнется 15 октября. Вместо бумажных анкет для нее разработаны электронные, которые переписчики будут заполнять на планшетах. Кроме того, россияне смогут переписаться самостоятельно на портале госуслуг. Причем это сделать получится как на стационарном компьютере, так и в мобильном приложении на телефоне. Принять участие в переписи граждане смогут и на переписных участках, которые откроются по всей стране, в том числе в помещениях многофункциональных центров. Глава Якутии Айсен Николаев обратился к жителям региона с призывом принять участие во всероссийской переписи населения. Предлагаем вашему вниманию. Уважаемые якутяне, с 15 октября по 14 ноября этого года будет проходить всероссийская перепись населения. Это очень важное событие, которое проводится раз в десятилетие и имеет исключительно важное значение для каждого жителя нашей республики и всей нашей огромной многонациональной страны. Всероссийская перепись населения не только покажет изменения, которые произошли за прошедшие 10 лет, но и станет основанием для формирования новых и корректировки уже поставленных целей и задач развития. Именно поэтому важно, чтобы результаты всероссийской переписи были предельно точны,
чтобы они отражали реальную ситуацию в республике. Для этого необходимо участие в переписи каждого якутянина. Результаты переписи будут использоваться для принятия стратегических решений, составления демографических, экономических, социальных программ развития республики. Они станут ключевыми ориентирами в планировании развития инфраструктуры, дорог, транспорта, газопроводов, линий электропередач и оптоволоконной связи, строительства школ, детских садов, больниц, объектов культуры и спорта. Уважаемые земляки, выполните свой гражданский долг, станьте соавторами будущих законов, программ, которые будут способствовать повышению качества жизни всех якутян, дальнейшему развитию нашей родной республики. В этом году всероссийская перепись населения будет проходить с широким применением цифровых технологий, чтобы обеспечить безопасность как жителей, так и переписчиков в условиях пандемии. У каждого будет возможность пройти перепись самостоятельно на портале госуслуг. И это очень важно в условиях, когда всем нам необходимо соблюдать ограничения. Очень рассчитываю на поддержку общественных организаций и средств массовой информации. Доброжелательное отношение гражданского общества к переписи станет стимулом к предоставлению жителям нашей республики полной и точной информации по каждому из вопросов, включенных в переписные листы. Дорогие друзья, давайте вместе сделаем все, чтобы всероссийская перепись прошла успешно.